Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшипшара. Президент Абхазии Аслан Джаня провел сегодня прием граждан по личным вопросам. Часть обращений главе государства касалась решения социальных проблем, трудоустройства молодых специалистов и других личных вопросов. Также среди обращений были и предложения по решению общественно значимых задач. В частности, речь шла о реконструкции объектов здравоохранения и социальной сферы. Президент обещал оказать содействие каждому в решении проблем. Это был первый прием граждан после вступления Аслана Джаня в должность президента Республики Абхазия. Сегодня премьер-министр Александр Анква провел совещание по вопросам защиты прав инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. В частности, речь шла о работе Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии и реализации обязательств фонда перед его подопечными. В работе совещания приняли участие вице-премьер-министр финансов Владимир Делба, министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Ачба, исполняющий обязанности руководителя аппарата Кабинета министров Давид Сангулия, главный специалист контрольно-ревизионного управления Минфина Адамур Черкезия. Представитель КРУ представил данные отчета о проверке от 11 марта 2020 года. Анализ исполнения бюджета фонда по доходам привел данные о нарушениях в финансовой деятельности фонда по части осуществления материальной помощи подопечным фонда, организации их лечения, обеспечения инвалидов медикаментами, а также нарушения по аудиту основных средств. По словам Адамура Черкезия, общая сумма по всем видам финансовых нарушений за 2019 год составляет порядка 33 миллионов рублей. По итогам совещания всем участникам встречи были даны соответствующие поручения. По результатам сегодняшнего совещания ряду министерств будут даны поручения провести инвентаризацию всей действующей нормативно-правовой базы по лекарственному обеспечению инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Необходимо, стоит задача упорядочить процесс выдачи, обеспечения лекарственными препаратами инвалидов войны, оказать содействие фонду в организации работы эффективной, провести инвентаризацию задолженностей фонда перед медицинскими учреждениями как на территории Республики Абхазия, так и за пределами Республики Абхазия, разработать нормативно-правовую базу, которая бы регламентировала санаторно-курортное лечение инвалидов Отечественной войны, чтобы не было таких моментов, которые были выявлены контрольно-ревизионным управлением, когда одни и те же люди регулярно выезжают на санаторно-курортное лечение, а многие инвалиды Отечественной войны ни разу не находились на санаторно-курортном лечении. То же касается оказания материальной помощи. Имеют место факты, выявленные контрольно-ревизионным управлением, когда одним и тем же гражданам регулярно материальная помощь оказывается. Многие граждане такую помощь не получали. Необходимо вообще конкретизировать, нормативно урегулировать, кому необходимо и в каких случаях оказывать материальную помощь. Премьер-министрам дано поручение разработать проект распоряжения, который будет направлен на исключение нарушений в деятельности фонда и на упорядочение деятельности фонда. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает, что за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 42 человек. Диагноз коронавирус ни у кого не подтвержден. 9 человек сегодня в течение дня выписаны из обсервации в столичном доме отдыха «Айтар». Все они курсанты. 6 человек по линии Минобороны и 3 курсантов от Министерства внутренних дел. У всех диагноз коронавирус не подтвержден. На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находится 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 15 человек выздоровели и 1 пациент умер. 23 мая начался процесс регистрации политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия и выдвижения кандидатов в депутаты. Как сообщили в Центре избиркоме, сегодня, 26 мая, зарегистрировались 2 инициативные группы: Ахба Астамура по Гудаутскому избирательному округу номер 18 и Кокая Гайри по Кындыхскому избирательному округу номер 31. 12 июля 2020 года состоятся выборы депутатов парламента по Бзыбскому избирательному округу номер 10, Отхарскому избирательному округу номер 14, Гудаутскому избирательному округу номер 18 и Кындыхскому избирательному округу номер 31.
Защита дипломов в условиях карантина. В эти дни в Абхазском государственном университете на суд членов экзаменационной комиссии свои работы представляют студенты исторического и филологического факультетов. В таком формате сегодня дипломы защитили и выпускники факультета международных отношений. Подробности в репортаже Гугуцы Вардания. Непривычно полупустая аудитория, антисептические средства, маски, а также тщательно проверенная техника, так как обязательное условие дистанционной защиты – видеосвязь, создающая эффект присутствия. Так теперь практически во всем мире выглядит защита дипломов и все, что относится к онлайн-обучению. Абхазия в этом вопросе не исключение. В режиме онлайн ректор Абхазского государственного университета Олег Огварами, преподаватели кафедры исторического факультета и студенты. По ту сторону экранов члены Государственной аттестационной комиссии. Хотелось бы начать немного о дипломной и почему я выбрала эту тему. Проблема международного терроризма – это одна из наиболее острых глобальных проблем современности, и она во многом определяет повестку дня на международной арене. Сегодня свои работы Государственной аттестационной комиссии представляют студенты исторического факультета по направлению международные отношения. Однако, готовясь к такому формату, дипломникам не стоит рассчитывать на послабление, так как во время онлайн-защиты важно отвечать и на вопросы членов комиссии. Оценивая выступления студентов, учитываются и их успехи за время обучения. Конечно, будут учтены их успехи за прошедшие 5 лет учебы. Я думаю, особенно будет учитываться вот это полугодие до вступления карантина в силу. И будут выставлены оценки. Практически это тот же самый экзамен, но сейчас вот в виртуальном таком виде. Это новая тенденция для нашей системы образования в Абхазии. Ну, теперь так во всем мире, и мы тоже должны следовать этим нормам. Однако в таком формате дипломы защищают лишь на некоторых факультетах АГУ, так как не у всех студентов есть техническая возможность выходить на связь в онлайн-режиме. У нас, например, абхазские сектора вообще сейчас занимаются, они были в деревнях, сейчас они приезжают сюда. Составлен график. На специальности история будет по 5 человек приходить буквально целую неделю. Они будут приходить, и мы будем проводить уже в таком в обычном режиме, в обычном порядке проводить защиту дипломных работ. Члены Государственной аттестационной комиссии, оценивая работы студентов по направлению международные отношения, отметили, что с поставленными задачами они справились. За день свои работы представили 10 человек. Это мое субъективное мнение. Я не знаю, как они учились в прошлом. Я не знаю уровень их подготовки. Вот просто так, я как первый раз вижу их выступления, читаю их работы и в соответствии с этим выношу свою оценку. И мне кажется, у них нормально получается. Многие работы раскрыты. Но еще раз повторяю, несмотря на то, что это все виртуально, этого вполне достаточно, чтобы оценить человека. Несмотря на новшества, онлайн-защита проводится в Абхазском государственном университете на должном уровне. Однако члены Государственной аттестационной комиссии надеются, что скоро вернутся к прежним условиям обучения. Гугуца Вардания, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Сейчас в нашем выпуске время оперативной сводки Министерства внутренних дел. Наркотическое средство марихуана изъято у жителя Гулрыбского района Маркарян Агопа Альбертовича, который хранил уже высушенное вещество в спальне своего дома. Агоп Маркарян высадил 14 корней конопли в лесном массиве вблизи своего жилища, который также изъяты сотрудниками уголовного розыска Гулрыбского отдела внутренних дел. В селе Лохадзы по месту проживания гражданина Тунева Аркадия Андреевича сотрудниками Пицунского отдела милиции УВД по Гагрскому району изъяты корни конопли Южно-Краснодарской. Гражданин Тунев и сам пребывал в состоянии наркотического опьянения аналогичным веществом. Растение конопли и 120 корней мака обнаружено и изъято на участке у дома жителя села Псырцках Зарджан Карапета Карапетовича сотрудниками уголовного розыска Новоафонского отдела милиции отдела внутренних дел по Гудаутскому району. В городе Очимчира садовод-любитель на приусадебном участке культивировал запрещенные к возделыванию растения мака и конопли.
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Республики в целях предупреждения выращивания наркосодержащих растений изъято 472 корня рассады мака и 40 корней конопли. Сотрудники оперативных подразделений МВД усиливают работу по выявлению фактов незаконного возделывания запрещенных растений. В марте текущего года в республике стартовал проект «Гордость Абхазии», конкурс, направленный на выявление и поддержку талантливой молодежи. Все эти месяцы молодые люди активно отправляют заявки на участие в проекте. Идет тщательный отбор участников. Наша съемочная группа выясняла, на каком этапе сейчас конкурс и есть ли какие-нибудь изменения в связи с пандемией коронавируса. Новые лидеры для будущего Абхазии. Именно под таким девизом проходит конкурс, направленный на выявление и поддержку талантливой молодежи. Еще в феврале текущего года оргкомитет проекта «Гордость Абхазии» посетил 8 городов республики, где были проведены встречи с молодежью. По итогам поездок по инициативе Инала Ардзимба в администрации президента прошло собрание молодежи и был подписан указ о проведении конкурса «Гордость Абхазии». Данный конкурс проходит на базе социальной платформы «Будущее Абхазии», которая также координирует благотворительное движение «Послы доброй воли» и будет координировать школу молодежного предпринимательства. По решению ректора АГУ Гварами Олега Алексеевича школа будет запущена уже осенью текущего года с началом учебного процесса в АГУ на базе экономического факультета. Сейчас проходит первый этап проекта, на котором участникам необходимо предоставить резюме и видеоэссе не более 3 минут на тему «Как я вижу Абхазию» в 2030 году. По результатам данного этапа и проходит отбор в конкурс. На сегодняшний день уже отобрано около 100 заявок. Со 2 марта запущена электронная платформа конкурса, то есть сайт, на котором любой желающий может получить необходимую информацию или же подать заявку на участие в самом конкурсе. Также на сайте размещен телефон горячей линии, по которому можно позвонить и получить ответ на любой интересующий вас вопрос. В связи с введенным режимом самоизоляции в республике оргкомитетом конкурса было принято решение продлить заявочную кампанию до 10 июня текущего года. И как только стабилизируется ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, пройдут последующие этапы конкурса. На втором этапе участники проекта пройдут управленческий тест и собеседование с конкурсной комиссией. По результатам в финал отберут 25 человек. На третьем этапе конкурса будут организованы командные игры. Кроме того, финалисты должны выступить с речью перед конкурсной комиссией, остальными претендентами и общественностью и предоставить свой собственный проект будущего Абхазии. Победители будут определены по итогам онлайн-голосования и оценок комиссии. Уже осенью мы определим 5 победителей, которые будут рекомендованы на должность советников руководителей органов исполнительной власти и руководителей отделов министерств и ведомств республики. Мы получаем большое количество сообщений с вопросом о том, какая гарантия трудоустройства наших победителей. У нас есть подписанный указ президента о проведении конкурса. У нас утверждено положение о конкурсе, которое также подписано президентом, и состав членов конкурсной комиссии и оргкомитета. Также всем известно, что Аслан Георгиевич Бжаня, президент Республики Абхазия, поддерживает проведение данного конкурса. Основные принципы конкурса «Гордость Абхазии» – честность, прозрачность и профессионализм. Отбор на участие в конкурсе продлится до 10 июня. В проекте могут принять участие выпускники вузов не старше 35 лет. Гугу Савардания, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. Сегодня на ГТРК чествовали 3 юбиляров наших коллег, которые посвятили своей профессии и работе в государственной телерадиокомпании не 1 десяток лет. Репортаж Алики Трапш. В текущем месяце свой юбилей отмечают сразу 3 сотрудников ГТРК – Этери Каце, Ада Квирая и Назия Армазан. Поздравляя юбиляров, исполняющий обязанности председателя государственной телерадиокомпании Отар Лакерба отметил, что за спиной у именинников многолетний опыт работы в стенах телерадиокомпании. И сегодня они являются ярким примером для молодого поколения теле- и радиожурналистов. Раԥхьатәи етап аамышьҭахь иҟоуп аԥсҭазаараҿы иҵегь аетапқәа ари макьана ақәыԥшратә етапуп шәара шәызхысыз. Ҿаԥхьа ишьҭоу аҭакԥхықәра рацәоуп, аус зцыжәуа шәколлегацәа, иӡбацәа ааӡатәыс ишәымоуп.
нас иҟоуп егьанаистәу етапқәа убырҭ зегьы шәырхысроуп, шәара шәызлагылоу шәколлектив аҟны иҟоуп иуеиԥшым ақәра абиԥара иаҵанакуа аҿарацәа, иҟоуп агәыбжьнытә абиԥара иаҵанакуа аколлегацәа, убарҭ зегьы аус рыцураҿы иаҳҭахуп, хымԥада иаҳҭахуп шәара шәԥышәа, шәара шәдырра. Редактор русской службы новостей Абхазского радио Этери Каце вот уже более 40 лет неустанно трудится на ГТРК. Она признается, что работа в ее жизни занимает особое место. Этери Каце поблагодарила руководство и сотрудников за оказанное внимание, отметив, что в творческом коллективе очень важно сохранять не только коллегиальные качества, но и человеческие. Лично я считаю, по жизни, что самое важное – сохранить человеческие отношения. Большую часть жизни мы проводим на работе. И всякое бывает. И ругаемся, и обижаемся. Но мы же люди. Мы же живем на одной земле. Наша Абхазия – это как одна большая семья. И мы просто вынуждены, если не уважать, но по-хорошему терпеть друг друга. Я сегодня очень хочу поблагодарить, Отар Ночевич, вас, Алина, тебя очень хочу поблагодарить за то, что вот это все здесь организовали. Кинорежиссер Ада Квирая работает на ГТРК более 9 лет. Она является автором и ведущей программы «Харах кино». Кроме того, Ада сняла несколько короткометражных фильмов. Ада Квирая поделилась с коллегами своими воспоминаниями, отметив, что, будучи режиссером, не раз хотела оставить телевизионную деятельность. Но благодаря поддержке и помощи своих коллег она работает в этой стезе по сей день. Режиссер – это человек за кадром. Я попробовала себя и в кадре, и как режиссер авторских программ, авторами которых являются другие люди. Вот со Стандой я работала, с Алиной я работала. И, конечно, если бы не поддержка этих людей, не помощь их, я бы не смогла здесь остаться, потому что все-таки телевидение и кинофильм – это разные вещи. Вот. И то, что вы в свое время мне, вот я вам говорила, кабинет выделили, я там свои эксперименты по кино продолжала делать, и люди мне помогали, и происходил такой вот обмен опытом, то есть цифровое кино и телевидение, они объединялись. И вот все, что я, в общем-то, смогла здесь сделать, это действительно благодаря людям, благодаря коллективу. Назия Армазан также в числе сотрудников, которые не один десяток лет своей жизни посвятили работе на ГТРК. На Абхазском радио работает звукорежиссером. Она также поблагодарила руководство и коллег за оказанное внимание. Сотрудники также поздравили юбиляров, пожелав им долгих, счастливых лет жизни и творческих успехов. Вам, как дамам, конечно, нужно пожелать только лишь того, чтобы вы были довольны своим положением, в котором вы сейчас находитесь, или как-то предполагаете что-то изменить. Какие-то планы, наверное, есть. Не зря я сказал, что чувствуете как себя в 16 лет, потому что основное и главное вообще такое состояние человека – это чувствовать, что у него все впереди. Мы присоединяемся к поздравлениям своих коллег и желаем юбилярам долгой творческой жизни и успехов. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Министерство культуры Абхазии совместно с Республиканской библиотекой для молодежи подготовили литературную акцию «Читаем классику», в которой приняли участие сотрудники Министерства культуры и библиотеки. Главная цель акции – развитие библиотечного и книжного дела, популяризация чтения и организация новых форматов для привлечения молодежи. Сегодня акция стартовала на официальных страницах Министерства культуры и на нашем канале. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 13-18, днем 22-27 градусов. Температура морской воды 18 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.